Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 8 красавіка прадстаўнікі аргкамітэта па правядзенні жалобнага шэсця з нагоды аварыі на Чарнобыльской атомной электростанции подали заявку ў Менгарвыканкам на проведение шэсця Чарнобыльскі шлях 2019. Про тое, у якім фармаце сёлета плануецца правесці мерапрыемства, мы і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта першы намеснік старшыні партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук і адзін з кіраўнікоў руху салідарнасці «Разам» Вячеслав Сівчык. Добрый день, шановное господарство. Доброго дня. Привитание. Давайте, может быть, с самого початку. Ці не запоздно почали рыхтоваться до Чернобыльского шляху? Да нет, Дмитрий. мы фактически всегда начинаем подготовку к Чернобыльскому шляху после проведения Дня воли. Значит, заявку подали вовремя. Раньше можно было подавать за 10 дней, сейчас мы подаем в связи с новым законом о массовых мероприятиях за 15 дней. Вот, поэтому нормально идет все в штатном режиме. В этом году, значит, у нас будет традиционный маршрут. Мы собираемся и подавали заявку на сбор в Академии наук в 17:30. Немножко решили раньше подать, потому что все-таки выходной накануне религиозных праздников. Значит, начало шествия 18:30 по стандартному маршруту по улице Сурганова до памятного знака ахвярам Чернобыля, где произойдет митинг, возложение цветов, может быть, молитва. То есть, поэтому решили в этом году ничего не менять, стандартный маршрут. Вот. Ну, давайте про формат больш падрабязна мы крыху пазней. Зараз да все ж таки самой организации я адразу адзначу, что сёлета 26 красавіка прыпадае на пятніцу, конец працоўнага тыдня. Акурат, безумоўна, перад тым, як з'ехаць на лецішча, можна яшчэ паспець завітаць на жалобнае шэсце. Вячеслав, аргкамітэт калі пачаў працаваць і як быў, ну я не ведаю, там кастынг, каго браць у аргкамітэт, каго не? Засталіся в аргкамітэце все тыя, хто былі летась в аргкамітэце. Пачаў ён працаваць адразу пасля правядзення Дня волі. І вот есть великая розніца з Днём волі, тому што, як вы ведаеце, на вялікі жаль, сёлета не ўдалося стварыць агульнага аргкамітэта, что, между іншым, не зашкодило проведение саму Дню воли, такая специфика. Тому там знаходяцца прадстаўнікі палітычных партій, грамадскіх рухаў, якія традыцыйна уже не першы год і праводзяць Чернобыльскі шлях в тым фармаце, што вы будете, што вы бачыце. Я только хотел бы сказать, что вельмі хутка уже пойдуць сур'ёзныя юбілеі. Уже 30 гадоў будзе, як беларусы праз Чернобыльскі шлях змагаюцца за правду про Чорнобыль, змагаюцца за тое, каб былі ліквідаваны наступствы Чорнобыльскай катастрофы. Ведаеце, у нас былі вельмі вялікія поспехи в пачатку 90-х гадоў, калі Верховный Совет 12 склікання под ціскам БНФ прынял самый прагрэсіўны закон, в адрозненне ад іншых краінаў суседніх, якія пастрадалі таксама ад Чорнобыля, по мінімізацыі наступстваў Чорнобыльскай катастрофы. Натуральна, прыйшоў Лукашенко, это все было ліквідавана. Зараз, калі ёсць грамадная пагроза перед беларусамі в выглядзе Астравецкай АЭС, якая з'яўляецца просто расійскай вайсковай ядернай бомбай, то правядзенне чарнобыльскіх шляхоў гэта ёсць неабходнасць змагацца за будучыню Беларусі. Дякую. Вот любяць мае спікеры зараз спяшацца расказаць тое, што я б хацеў больш падрабязна крыху пазней, таму што Дмітрый, вот Вячеслав згадаў Дзень волі, як там была падрыхтоўка да яго і гэтак далей, а мне цікава вот такое пытанне, фармат. Усё ж такі летась Дзень волі, дзякуючы вядомым ініцыятарам, 3 асобам, да якіх далучыліся іншыя людзі, якія падтрымалі іх ініцыятыву, дарэчы, і палітычныя партыі, фармат святкавання
Дня волі з пратэснае шэсці акцыі змяніўся на вот такое святочнае святкаванне з канцэртам і гэтак далей. Пад уплывам гэтага вот змены фармата святкавання Дня волі не было думкі ўсё ж таки змяніць фармат святкавання, ну, святкавання не скажешь, конечно, скажем, жалобный концерт какой-нибудь провести вот с нагоды. Ну, мы с вами, наверное, год назад об этом тоже рассуждали. Ну, в моем понимании, я считаю, что, наверное, все-таки вот День воли – это праздник, а шествие должно быть. То есть, и это единственное мероприятие, которое не запрещали власти на протяжении вообще всего этого там 30 лет проведения этого чернобыльского шляха. Если говорить про концерт, то, наверное, его, может быть, наполнять нужно каким-то, ну, в моем, опять же, то есть в моем разумении должно быть какое-то, может быть, там либо, значит, какое-то оперное пение, либо какие-то жалобные такие вот, значит, какие-то вот спевы. Здесь недопустимо, с моей точки зрения, какие-то рок-музыканты, там, я не знаю, там какие-то группы такие, которые вот как раз-таки в День воли молодежь на них особенно как бы приходит, поэтому проводить и менять вот этот формат, проводить его каким-то даже жалобным концертом, наверное, ну, во-первых, нет таких ресурсов, во-вторых, не хотелось бы менять, все-таки хотелось бы оставить, чтобы в Беларуси непосредственно было шествие, марш, потому что как раз-таки легальных возможностей проведения шествия как раз-таки в Минске, ну, их фактически нету, да, то есть Чернобыльский шлях это остался единственной акцией, которая разрешает власти для того, чтобы пройтись, ну, по улицам города, да, я не говорю сейчас это в центре, хотя раньше вот Вячеслав может сказать, что и ходили по центру, но как раз-таки по улицам вот это такой формат, поэтому хотелось бы его оставить. То есть, ну, вот я тут с таких рассуждений рассуждаю о том, что не хотелось бы менять это на какой-то там концерт. Я только дозволю себе короткую реплику. Мне, конечно, вельмі падабаецца, что вам падабаецца, калі я сижу в турме, это наконт нового формата. Я просто хочу нагадать, что на момент проведения концерта и я особисто, и Микола Статкевич, и Владимир Некляев, и Максим Винярский, и Евгенов Нагель, и Леонид Кулаков находились абсолютно незаконно в зневолении. Больше того, натурально, никто не отважился, калі оперного театра, назвать мое прозвище. Дякую Богу, что сгадали Владимира Некляева, увеличивающего его взрост и то, что это ведомый белорусский поэт. Тому, ну, конечно, можно сказать все, что угодно. Может, вам это и подобалось, а? Я бы не сказал, что я люблю, когда я сижу в турме. Это первое. По-другое, я и вызволенный был незаконно. Не тому, что отбывался этот митинг-концерт, а тому, что есть реальная политика. И на наступный день треба было просто министру замежных справ лететь в Лондон. Натурально мы бы абсолютно не сидели, калі б не стварылася абсолютно штучный конфликт внутри оппозиции, зрабілі гэта спецслужбы, бо якраз проведение леташняга Дня воли разом с плюсами принесло вельмі великие минусы. Это тое, чему сёлета сустаршыня руха солидарности разом Алена Толстая мусила приковываться в центре Менска, и то, что было написано на плакате «День воли в неволе». Свободу народа. И вот как раз летось при всех плюсах, про які вы казали, самостойно пошли на День воли в неволе. Таким чином, все ж таки формат застаецца ранейшим. Вот я как бы такую ремарку невялікую, вот вы так не рок-концерт, тем не меньше у рокеров тех же самых есть такие добрые жалобные песни того же самого НРМа «Вось моя земля», скажем, Крамовский, Гомельский вальс. Там. Согласен, но я, ну, как бы, то есть, наверное, вот в моем понимании, может быть, там опера, может быть, если есть такие, те самые, может быть, когда-нибудь можно подумать про это самое, но тут же нужно, наверное, все-таки совмещать, все-таки шествие хотелось бы оставить, все-таки Чернобыльский это шлях, и вот именно по городу пройти. Если мы переформатируем, сделаем в концерт, то у нас не останется возможности ходить как раз-таки по городу, а когда мы идем по городу, то люди видят и в окнах, и проезжают автомобили, и как бы это тоже как бы важная часть вот этого самого. Если власти там разрешали, то, конечно бы, может быть, за счет митинга можно было поставить какую-то там сцену, и пускай музыканты там выступят. Кстати, на самом деле мы в заявке закладывали там выступления музыкантов, поэтому, ну, если будет желание со стороны вот этих музыкантов, то еще не поздно, если получим разрешение, и то, может быть, и организовать там, это, в принципе, не противоречит нашей заявке. Там заложено как раз-таки выступление музыкантов. Ну, поэтому... Про заявку, Вячеслав, может быть, вы скажете. Все ж таки заявка подавалась от
юрыдычных асоб, ад арганізацый нейкіх ці ад прыватнай асобы? От громадянов. Тут все вельмі просто. Я хотел бы нагадать, что уже летась выканкам спачатку впершыню не дазвалял чарнобыльскі шлях. Теперь, калі амбасадарам Российской Федерации стал Бабич, вы ж бачите, якая вакханалія у нас пачалася, гэта і тое, што людзей пачалі трымаць насупраць ранейшай практыкі па 72 гадзіны да суда, і то, што практычна адкрытыя катаванні пачаліся в адміністрацыйных турмах просто праз умовы утрымання. І шмат што яшчэ. Таму амаль што я вам могу гарантаваць, што впершыню уже до конца могут забараніць чарнобыльскі шлях. І вось гэтыя все наши развагі, што лепш зрабіць, это, конечно, было вельмі добра, калі б мы казалі бы в краіне, дзе ёсць закон, дзе ёсць нейкія правы ў беларусаў, улады до такой ступені вырашылі так за апошні час. Лакмусовый папер, гэта 4 красавіка, калі ламалі крыжы в Курапатах. Верагоднасць того, што ўлады адмовяць, сёлета вельмі вялікая. Мы абсолютно готовыя да гэтага, бо цудоўна разумеем, якая ўлада. І калі ўлады не дазволяць чарнобыльскі шлях, зноў-таки падкрэслю, это будет впершыню гісторыі Беларусі, то мы будем закликать людей кормить голубоў на Кастрычніцкай плошчы, бо все роўна мы не павінны забывацца пра Чернобыльскую катастрофу. Мы павінны свету показать, что тут есть люди, якія бачаць, якую катастрофу могут принести праз Астравецкую АЭС. Этот формат кормления голубоў, ён тесно звязаны менавіта з экалогіяй, в першую чаргу за кошт тых актывістаў, якія ўжо вельмі доўгі перыяд змагаюцца супраць будаўніцтва берсцейскага завода аккумуляторных батарей. И, в принципе, калі улады хочуць, каб чарнобыльскі шлях адбываўся сёлета в такім формате, то они могут абсолютно его нормально забараняць. Дмитрий, вы падзяляеце перасцярогі Вячеслава, што сёлета могуць не дазволіць проведение чарнобыльского шляху? Ну, я вообще надеюсь, что, конечно, дозволят, но есть еще одна такая часть, которую мы обнаружили буквально вчера вечером, и в своем чате среди организаторов обсуждалось. Это все-таки на улице Сурганова проходят ремонты. То есть ремонты по тому маршруту, куда, как мы обычно ходили. То есть будет ли это тоже возможностью отменить, либо предлогом, потому что раньше, в принципе, там тоже проходили какие-то определенные ремонты и в некоторых домах, но вот сейчас, если вы там пройдете по этому Сурганову, там как-то активно идет строительство. Фактически, значит, может быть, я надеюсь, что предпосылок для, скажем, для отмены Чернобыльского шляха в принципе нет, потому что там и День воли нормально прошел, и стандартный маршрут, вот есть какие-то там строительные, но, по-моему, это мелочь. То есть, если власти захотят, может быть, они предложат какой-то другой маршрут, как это было раньше, но все-таки мы надеемся, что хватит, значит, все-таки у них как-то розума, то есть, как кажут белорусы, чтобы чернобыльский шлях не запрещать, потому что это будет, конечно, еще резонансом таким, как вот сейчас в Куропатах, международное все сообщество это обсуждает, и, соответственно, если один раз запретят чернобыльский шлях, реакция международного сообщества будет тоже такая же негативная, как тех процессов, которые происходят в Куропатах. Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что у нас у студии представник партии «Зеленые» Дмитрий Кучук и руху солидарности разом Вячеслав Сивчик. Это сумесный стрим Еврорадио и Епромова. В студии працує Дмитрий Лукашук. Обмярковуем будучий чорнобильський шлях. Ветер с океана дует мне в окно. Дуй с севера, дуй с юга. Ветер с океана, в тюрьме моей темно. Дуй, пока раздует. В темно-синем небе благость и покой. Дуй с севера, дуй с юга. А сердце под седлом пахнет дегтем и трухой. Дуй.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. При микрофоне Роман Устинов. Коротко про основные подеи. 8 красавіка прадстаўнікі аргкамітэта па правядзенні 6 з нагоды аварыі на ЧАЭС падалі заявку ў Мінгарвыканкам па правядзенні акцыі «Чарнобыльскі шлях-2019». У эфіры Еўрарадыё адзін з арганізатараў жалобнага мерапрыемства, лідар партыі «Зялёнай» Дмітрый Кучук, распавёў, у якім фармаце пройдзе чарнобыльскі шлях у гэтым годзе. В этом году, значит, у нас будет традиционный маршрут. Мы собираемся и подавали заявку на сбор в Академии наук в 17:30. Немножко решили раньше подать, потому что все-таки выходной накануне религиозных праздников. Начало шествия 18:30 по стандартному маршруту по улице Сурганова до памятного знака ахвярам Чернобыля, где произойдет митинг, возложение цветов, может быть, молитва. Адзначыў Дмітрый Кучук. Працяг размовы адразу пасля выпуску навінаў. Беларускія ўлады адмовіліся ад скасавання дарожнага збору на няпэўны час. Раней планавалася, што ён будзе зменены з 1 красавіка 2019 года. Пра гэта ў эфіры тэлеканала АНТМ заявіў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Андрэй Рыбак. Праект указам пра змену плацяжоў за ўдзел у дарожным руху быў унесены на разгляд у адміністрацыю прэзідэнта. Згодна з праектам меркавалася адвязаць дарожны збор ад тэхагляду. Таксама аўтаўладальнік мог аплачваць збор па месяцах, толькі на той перыяд, калі карыстаўся аўтамабілем. На турніры ў мексіканскім Монтэрэі беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка датэрмінова спыніла фінальны матч. Прычынай стала траўма нагі. Роман Устинов, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі. Еўрарадыё.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі ў студыі Дмітрыем Кучуком і Вячеславам Сіўчыкам працягваем абмяркоўваць чарнобыльскі шлях 2019, якім ён будзе, ці якім ён будзе, калі не будзе, скажем так. Усё ж такі вось і Вячеслав і Дмітрый выказалі перасцярогі, што можа такое здацца, што ўпершыню ў гісторыі дазволу на правядзенне чарнобыльскага шляху мінскія ўлады не дадуць. Дмітрый, вось Вячеслав сказаў, што ёсць план Б, так бы мовіць, тады пайсці покормить голубов. Вы так само подтрымліваеце? Это решение оргкомитета, то есть это не мое решение, это решение всего оргкомитета, которое входит, значит, ну, наверное, все знают, какие партии туда вошли, не буду уже перечислять, это супольное решение, то есть мы это обсуждали на оргкомитете, и такое решение существует в оргкомитете, поэтому тут я уже должен подчиниться как раз-таки этому решению. И это тоже, ну, с моей точки зрения, тоже, наверное, правильно, потому что, ну, власти, к сожалению, не оставят нам никакого выбора, значит, а мы не хотим все-таки, чтобы Чернобыльский шлях не состоялся, и просто слить эту акцию, для нас это тоже будет неправильно. Вячеслав, а чаму менавіта кармленне голубоў на плошчы Свабоды? Я разумею, цэнтр горада... Не Свабоды, плошчы Кастрычніцкай. Кастрычніцкай плошчы, да, цэнтр горада, паказаць, прадэманстраваць, але, можа быць, так бы мовіць, скарыстацца палітычнай, ну, больш актуальнымі падзеямі. Вось вы узгадывалі самі сітуацыю ў Курапатах, знос крыжоў. Можа быць, лепей было б там зладзіць там супольную малітву, заадно і памаліцца пра тых, хто загінуў у выніку аварыі, і за тых падтрымаць, так бы, тую сітуацыю, якая ў Курапатах. Я думаю, вы ведаете, что мы закликаем, и снова-таки это не особистое мое решение, это решение всех оборонцев Курапатов, так, мы закликаем людей молиться штодень о 19 гадзіне і что-то днёва в неделю о 14 гадзіне в Курапатах. Натуральна, 26 красавіка напередадні і пасля гэтых датаў мы будем просить святароў, мы просим, каб святары былі рознай канфесіі, каб натуральна яны маліліся і за ахвяры нашай нацыі, звязанай з чарнобыльскай катастрофай. А гэты фармат кармлення голубоў, ён не ёсць штучны для Беларусі, вельмі проста, таму што на вялікі жаль сённяшняй улады давно и хронично позбавили белорусов всех правовых свободаў. Вы ведаете, что абсолютно натуральные протесты жыхароў Бярэсця, якія боятся, что побудаваны завод аккумуляторных батарей будет шкодить не только будет не только экологично шкодным предприятием, будет конкретно шкодить здоровью и их детей.
сутыкнуліся з боязню ўладай любых вулічных акцый. Яны не маглі уже с пачатку сваіх акцый праводзіць мітинги, пикеты, демонстрации, как это принято во всем свете. И формат, який выпрацаваны был вот менавіта в борьбе супраць этого завода, а это экологичная борьба, было как раз выбрано у них вельмі слушно, это кормление голубоў, за что шли все равно репрессии, люди арыштоўваліся. Больше того, как вы ведаете, апошнія падзеі, спецслужбы спрабуюць фальсіфікаваць крымінальныя справы, причем вельмі сур'ёзныя, супраць активистов, якія находяць мужнасць, вот это дзіўна, выходзіць на плошчу, каб карміць голубоў. Таму наше рашэнне, наш формат — это падтрымка таксама і тым людзям, якія змагаюцца сёння за экалогію, вось, і якія, на вялікі жаль, пад вельмі вялікім ціскам і спецслужбаў, і сілавых структур Лукашэнка. Добра, што таксама кармленне голубоў пачалося в Светлагорску. Там, вы ведаеце, вельмі сур'ёзная праблема, кітайскі завод белёнай цэлюлозы. Вот. Улады у нас такія, як ёсць. Зараз яны наогул, якраз курапаты это паказваюць, лічаць, што ім все можна. Ну і тады зараз ім трэба вырашаць, што мы робім 26 красавіка, ці праводзім традыцыйны чарнобыльскі шлях, да якого все звыкліся, в тым ліку і ўлады, ці кормім голубоў на Кастрычніцкай плошчы. Больш того, я глубоко перакананы, што да этой акцыі далучацца і іншыя палітычныя сілы. Вы ведаеце, што вельмі паспяхова вчора насуперак і спецслужбам, і тым плёткам, якія распаўсюджваліся, адбыліся якраз акцыі, звязаныя з абаронай курапату, абарону курапацкіх крыжоў, што было вельмі шмат людзей на плошчы Свабоды, не глядзячы на запалохванне, не глядзячы на працу спецслужбаў, не глядзячы на то, што галоўны праваслаўны в адкрытую звярнуўся, каб людзі не хадзілі, і гэтак далей і тому падобнае. І што вчора все было годна, спакойна. І я думаю, што 26 красавіка при любым рашэнні сённяшніх уладаў мы спокойно и годно проведем чернобыльский шлях, а уже формат этого чернобыльского шляха будет таки, як хопить, пробачьте, Зміцер, не розуму, а вот поглядим, что больше дурости ці розуму у сённяшніх уладаў. Маленькое удакладненне, паколькі заявниками были приватные особы, ну вось вы, да прыкладу... Я не был заявником, у меня, к сожалению, штраф за Островецкий шлях. Добра, тут не важно это. Заявники приватные особы, это означает, что до 1000 человек. Так. Калі болей? Ну, более и более, то есть нету здесь никаких, ну, более придет, ну и придет, как бы мы только будем рады, то есть нету здесь, скажем, ну, такого серьезного нарушения законодательства, это, в принципе, на усмотрение, там, будут ли применять к нам какие-то там санкции со стороны, там, ГУВД, либо, там, горисполкома, но я хочу сказать, что лучше приходите, здесь, как бы, нету каких-то, ну, противоречий, ну, более это класс, это лучше, чем вообще придет там 300 человек, хотя мне кажется, что все-таки люди придут, и вот в этом году несколько таких месседжев, которые мы хотим поднять вот на этом чернобыльском шляхе, это, в принципе, традиционный месседж о том, что, значит, нужно почтить память там ликвидаторов, людей, которые пострадали от чернобыльской катастрофы, то есть второе, это, конечно, нужно, значит, протестовать против строительства атомной станции, как раз-таки вот в тот период, когда сейчас идет борьба за незалежность, вот как раз-таки строительство атомной станции, это является, значит, потеря энергетической незалежности Беларуси, ну и, значит, вот этот вот, конечно, чернобыльский шлях, именно Чернобыль и, скажем, Куропаты, это такие две знаковые беды для белорусов, поэтому вот сейчас проходит это вот снесение этих крестов, то есть мы, конечно, хотели бы, чтобы люди все-таки высказали свою гражданскую позицию, пришли на это мероприятие и сказали вот то, что они думают, как раз-таки формат, если он будет разрешен, то это как раз-таки позволяет это сделать. Ну, я просто удакладніцца. І летась, да прыкладу, былі асноўныя месседжы, это ахвяры Чарнобыльскай аварыі і супраць будаўніцтва АЭС. Былі там людзі з косамі, з такімі плакатамі, Астравец гэта смерць і гэтак далей.
калі вы ўжо ўзгадалі там, скажем, курапаты і знос крыжоў, будуць нейкія адпаведныя перформансы, нешта рыхтуецца з гэтай нагоды? В том году было не КОС, это было позапрошлом году, в том году был у нас реактор. Да, в этом году мы тоже... Які уронили так само. Да, мы его уроняли, и как раз-таки пока донесли, так уже он как бы настолько уроняли, что невозможно его было даже починить, потом делать с ним что-то еще. То есть да, мы, конечно, активисты там, экологической организации будут готовить какой-то перформанс, понятно. А вот, может быть, мы разговаривали с вот, активистами, как раз-таки, которые стоят в Куропатской вахте, возможно, они придут там с какими-то, ну, крестами, как они говорят, для того, чтобы показать вот, значимость Куропат. И мы призываем тоже людей, если есть там, допустим, возможность тех же брестских активистов, чтобы свою тему поднять. Мы, значит, вот именно как раз-таки Брестского аккумуляторного завода, со Светлогорска, пускай люди со своими лозунгами приезжают, со своими проблемами. Может быть, в Минске есть там застройки уплотнительные, там тоже зеленое наслаждение вырубается. Поэтому, если люди готовы высказывать свою гражданскую позицию, как раз-таки вот разрешенная акция Чернобыльского шляха как раз-таки позволяет вот высказывать и показывать властям, что думает население по этому поводу. Я только бы додал, что заявники 3 человека. Это наместник старшыні руха солідарнасці разам Геннадий Дроздоў, гэта кіраўнік гарадской арганізацыі партии БНФ Зміцер Каспірович, і гэта сустаршыня аргкамітэта БХД Ольга Ковалькова. И еще один момент. Вы ведаете, что в конце студеня был принят антиконституционный акт про проведение вулічных мерапрыемстваў, які складает на организатора вулічных акций абавязак праплачваць дзейнасць сілавых структураў быццам бы па ахове грамадскага парадка. Зараз пасля правядзення дазволеного мітинга 24 сакавіка вы цудоўна ведаеце, што было арыштавана на дазволеным мітинге 2 чалавека, якія 3 сутак знаходзіліся в турме. По одной справе за выступ дали штраф, по другой справе, в связи с тем, что паперы были складены неправильно, отправили паперы на допрацоўку в Центральный суд. Это еще раз подкреслило антиконституционность и незаконность деятельности сегодняшних уладов. Тому в заявке написано, что парадок будет забеспечиваться, как заўсёды, нашими властными силами, так и будет. Не было ніводного чернобыльского шляха, мы не справились с этой задачей. Платить за то, что людей арыштовывают, платить за то, что людей збивают, мы не збираемся. Ну да, мне вот, да прыкладу, так само вельмі цікава, скажем, ці бараўлянскі спецлесгаз плаціў міліцыі за тое, што яны ахоўвалі парадак падчас таго, як яны зносілі крыжы. Тым не менш, Дмітрый, вось Вячеслав сказаў, што адмовімся ад паслуг міліцыі. Гэта сапраўды так? Вот вы плануеце адмовіцца, але ці не падстава гэта будзе для того, каб не дать дозвол на проведение акции? Нет, смотрите, потому что ну, я уже был, наверное, заявителем 5 или 7 чернобыльских шляхов только один раз, когда стоимость там была, по-моему, 700 рублей, и тогда милиция сказала, что перечислит эти деньги детскому дому, и как раз так они, по-моему, говорили о том, что перечислили. Тогда мы это оплатили, там сумма была, ну, такая для нас подъемная, это разделили там на 5 заявителей. После этого ни один чернобыльский шлях мы не оплачивали услуги милиции, хотя нам как бы это предлагалось. Сейчас суммы очень такие неподъемные, то есть, и поэтому бюджет чернобыльского шляха, он совершенно там маленький по сравнению, там, в прошлом году там было там 300 рублей собрано за счет вот, пожертвования людей, поэтому возможности у нас оплатить нету, и мы, то есть, откровенно говорим, что мы откажемся от оплаты за услуги как бы милиции, считаем, что это правильно, потому что мы являемся налогоплательщиками в Беларуси, мы платим налоги, и платить повторно, собирать деньги с населения за то, чтобы платить милиции, конечно, это как-то ну, неправильно. Больше того, это абсолютно перечит Конституции Республики Беларусь и тем международным погоднениям, які Республика Беларусь подписала в галине якраз обороне прав человека. И, в принципе, ну, перестать треба з гэтай гульнёй, бо хутка будет як в знаёмым старым советском анекдоте, там, калі беларус пытается про повешивание. Вы сами вешать будете, с веровочкой приходите?
Добра, тым не менш, вот сёння ўжо прагучала некалькі, вот як мне падаецца, таких вот нюансаў, на падставе якіх можа быць, ну, скажем так, недадзены дазвол, пачынаючы з таго, што дазволу няма, вы ўжо заклікаеце людзей прыходзіць, і працягваючы тым, што не будзем мы плаціць міліцыі, а вось ёсць закон аб масавых мерапрыемствах. Все-таки ці не правакуеце такім чынам вы улады на адмову? Во-первых, любое массовое мероприятие в Беларуси — это все-таки политическое решение, и неважно, там мы там заявляем, потому что мы до этого встречаемся с журналистами, и Чернобыльский час не отменяли, и мы об этом говорили, что подали заявку. Там на День воли там другая ситуация, да, то есть в любом случае это все-таки это политическое решение, тут не всегда влияло, как ведут себя политики и там организаторы, и вообще это не влияет, то есть говорим мы там призываем, мы не призываем, это все равно как бы по факту это только такой повод для того, чтобы отказать, просто прицепиться, но если они хотят разрешать эту акцию, то они закрывают на это глаза, поэтому все-таки это всегда это было политическим решением и применялось, ну, в моем понимании, даже не в горисполкоме, а, наверное, где-то в администрации, поэтому посмотрим. Мы сходим с реальной ситуации в Беларуси, и в адрозненне от некоторых наших коллег, так, не хочем робить выгляд, что у нас все в порядку с правами и свободами белорусов, их просто нема. И еще раз подкреслю, ну, решение уладов не называть Чернобыльский шлях, в принципе, было еще ранее, мы про это ведали, подающие заявку. Тому в центре города, звычайно, голуби не збираются. Ну, значит, будем робить традицию, каб яны постоянно пришли стягиваться к администрации того человека, который называет себя президентом. Дмитрий, мы вот казали про то, что вот не дадуць дазволу на правядзенне чарнобыльскага шляха, вот про тое, што на Кастрычніцкай плошчы карміць голубоў у такім выпадку, але можа быць і такі варыянт, які быў, да прыкладу, з тым же самым днём волі ў Мінску, калі сказалі, мы вам ні стадыён, ні оперны не даем, але вот прапаноўваем вот такі, аж 7 варыянтаў. Калі вам прапануюць там іншыя варыянты, я не ведаю, той же самы Кіеўскі сквер, ці яшчэ там дзе-небудзь, ці скажуць, збірайцеся адразу на бангалоры, и не треба ходить там на Сурганова ремонт. Ну, трудное решение, то есть, потому что на оргкомитете мы это не обсуждали, действительно, ну, может быть, это не секрет, но был такой разговор с представителем горисполкома после Дня воли. Формально ли это было в шутку, либо это было сказано это самое, что типа мы вам в этом году не разрешим, а вы там вот присоединяйтесь к акции, которая будет происходить в Мингорисполкоме, а у них всегда в этот день днем проходит возле памятного этого знака какая-то там акция, я ни разу на ней не был, поэтому не знаю форматы и все остальное, то есть, может быть, они скажут, типа, давайте вот объединим. Разом. Да, то есть объединим. Я не знаю, но в любом случае я тут не могу сказать, скажем, ну, за весь оргкомитет, но в моем понимании все-таки нужно более сейчас радикально подходить к вот подобным родным мероприятиям и отстаивать как раз-таки проведение шествий, стоять на своем, то есть потому чтобы не потерять формат как раз-таки проведения шествия по городу. Поэтому будем смотреть, ну, тут я пока не готов в этом ответить. Это в любом случае будет решение оргкомитета. Я вельмі короткую реплику. Я как раз працаваў по Чернобылю, так, как специалист. И вот многие мои коллеги, они только на одну уличную акцию ходили. Это Чернобыльский шлях. На великий жаль, вельмі мало уже засталося их на этой земле, бо час ідзе, люди натурально сыходзяць. Але и тады, и теперь, что такое Чернобыльский шлях? Это шлях. Это шествие. Можно абмяркоўваць розныя деталі, по якой вуліцы гэты чарнобыльскі шлях праходзіць, як ён праходзіць. А чарнобыльскі шлях — это шлях беларускага народа, и все ровно так мы мусім прайсці. Я нагадываю, что летась улады уже нас правакавалі, и аргкамитет вымушаны был адмовіцца от іхніх прапановаў, бо практычна тады летась мы аргкамітетам забаранялі чарнобыльскі шлях, тому что не было умоў. И выканкам переглядел свое ранейшее решение, и нам дозволит традиционный чернобыльский шлях. Тому вот Зміцер Кучук спадзяецца на розум. Я сомневаюсь, и шафтам сапраўды у них розум есть. Чего не бывает. Дякую вялікі, но будем спадзявацца на розум. Дмитрий Кучук, Вячеслав Сівчык, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Дякую, слухайте нас.